эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Закон о бесплатном подведении газа к участкам подписал президент Владимир Путин. Сегодня отмечается один из самых молодых государственных праздников нашей страны – День России. Следственный комитет по Якутии определил лучших в профессии. Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу. В нем прописано, что доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Согласно закону, источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка газораспределительная организация, которая теперь можно направлять на финансирование последней мили. Кроме того, средства могут быть привлечены через механизм льготных кредитов и займов единым и региональным операторами, как центрами ответственности за газификацию регионов. Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников провел выездное совещание по дорожным объектам в Якутске и Намском районе. Как идет ход исполнения национальной программы, знает Дмитрий Тымыров. Выездное совещание, в котором приняли участие главы пригородных муниципальных образований города Якутска, регионального министерства транспорта и подрядных организаций, началось с села Хатасы, где ремонт дорожной сети начались еще в феврале этого года в рамках федеральной программы «Безопасные качественные автомобильные дороги». По словам специалистов РИК-Автодор, работы здесь приблизились к финишной прямой. Сегодня по улице Каландрашвили асфальтирование завершено. Там сейчас идет обустройство улиц. По ним, значит, у нас работа как бы, не через неделю завершим, наверное, полностью. Это значит и обочины, и съезды, и вот в таком плане. Республиканская, значит, там половина у нас второго слоя асфальта тоже уложена. И рассчитываем, что в июне месяце тоже полностью завершим. Следующими пунктами стали ремонтные работы на нескольких точках города Якутска. Это ремонтные работы на улице Широких, Полянских, Луговая и по улице Халтурина. Эти работы начались здесь в начале июня. Далее комиссия во главе с Дмитрием Садовниковым посетили ремонтные работы на Объездном шоссе. Как оказалось, здесь работы идут с большим отставанием, поэтому ход исполнения ремонтных работ этого участка контролируется специальной комиссией. Осуществляем геодезический контроль, общий надзор за технологией работ. Значит, проводим проверки готовности подрядчика к строительному сезону, проверка исполнительной документации. А на сегодня вообще есть какие-то отставания или отклонения? Отставания есть, и в прошлом году были, и в этом году есть. Поэтому мы это отражаем в наших отчетах. Что касается ремонтных работ на Намском тракте по благоустройству участка дороги рядом с Сюсхатын, то здесь работы идут с опережением. Буквально уже со следующей недели начнут здесь укладывать асфальтное покрытие. На сегодняшний день они работают по графику. Земполотно 80% почти уже отсыпали. И уже должны с 20 июня асфальт ложить. Выездное совещание завершилось осмотром работ на дорогах Намского района. Здесь ремонтные работы дорожного полотна начались еще в прошлом году. Это более 18 километров дорог на 2 участках автомобильной дороги НАМ. Здесь работы идут согласно графику и без отставания. Строительный сезон только начался, и мы будем, как говорится, в еженедельном режиме мониторить и следить за тем, как будет проходить работа по дорожной сети. Сегодня это национальный проект, и мы не должны ни в коем случае подвести. И я думаю, что наши подрядчики из года в год показывают работу чуть лучше прошлые годы. И надеемся, что этот курс будет выдержан. По итогам выездного совещания Дмитрий Садовников дал поручение региональному Минтрансу контролировать ход реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проводить еженедельный мониторинг. Дмитрий Тымыров, Джулсан Иннокентьев, Якутск, Намцы. Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Скидки будут действовать для поездок в купейных вагонах. Приобрести такие билеты смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Ограничений по маршрутам нет.
В Нерингре все чаще поступают жалобы в отдел ЗАГСа от граждан, желающих вступить в брак. Чем недовольны нерингринцы, интересовалась Ирина Кичигина. Сегодня, чтобы попасть в зал торжественной регистрации, молодожены из плохо освещенного коридора проходят через небольшой холл с кабинетами, далее через подсобные помещения, протискиваются через узкий дверной проем и только тогда попадают в заветное место, что, конечно, не придает торжественности событию. Но это еще не все прелести, которые ожидают нерингринцев, желающих, чтобы один из самых важных дней в их жизни прошел незабываемо. Особенно это крыльцо органа ЗАГС, которая у нас находится в ненадлежащем виде. У нас прекрасное настроение, погодка как раз показывает, позволяет. Единственное, что омрачило, конечно, вход, вот эти убитые ступеньки. Женится сын. Такие красивые дети, и невеста, и жених, и такое не совсем красивое крыльцо. Снимать на данном фоне не очень симпатично для фотографов. Такой неэстетический вид с 2014 года омрачает свадебное настроение нерингринцев, когда был закрыт вход через центральное крыльцо Центра культуры и духовности имени Пушкина. Управление ЗАГСа оказалось не в силах оплачивать расходы по содержанию площадей общего пользования. Поэтому в декабре 2013 года руководитель управления ЗАГСа при правительстве республики и глава города Нерингри пришли к соглашению, что за Нерингринским ЗАГСом будет закреплена только площадь, занимаемая кабинетами специалистов, и зал для проведения торжественных регистраций. Решить проблему с крыльцом взяла на себя администрация города Нерингри. В настоящее время разрабатывается несколько дизайн-проектов крыльца именно для ЗАГСа, для удобства граждан, для бракосочетающихся. Из этих дизайн-проектов мы потом выберем более нам подходящий, и будет разработана проектно-сметная уже документация. Если в течение 1,5 месяцев будут подготовлены необходимые документы, то в этом году уже начнутся работы по демонтажу старого крыльца и монтажу нового. Мы очень надеемся, что слово «горько» скоро будет звучать только за праздничным столом молодоженов, а не на входе в отдел Нерингринского ЗАГСа. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерингри. В Якутии определен лучший исследователь. В Министерстве внутренних дел по республике прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников органов предварительного следствия. Участники достойно справились с заданиями, показав высокий уровень профессионализма. Победителей и призеров конкурса в торжественной обстановке наградили дипломами и ценными призами. В непростой профессиональной борьбе участие приняли лучшие исследователи со всей республики. У нас первый день прошел теоретически. Это у нас конкурс по правовой подготовке. Потом прошел конкурс по огневой подготовке, также по физической подготовке. И сегодня у нас конкурс по медицинской и по осмотру места происшествия. Победитель поедет участвовать во всероссийском конкурсе, и он будет представлять нашу республику в Краснодарском университете МВД России в сентябре этого года. По результатам всех этапов конкурса дипломом 3-й степени был награжден следователь отдела МВД по Мегино-Кангаласскому району старший лейтенант юстиции Матвей Николаев, а начальник отделения следственного отдела МВД России по Мирнинскому району майор юстиции Вадим Бабенов удостоился диплома 2-й степени. И самой главной наградой дипломом 1-й степени был награжден старший следователь Следственного управления МВД по республике капитан юстиции Иннокентий Кузьмин. Один из важных государственных праздников – День России – отмечает сегодня страна. В 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России, в которой утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций, необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев. Важной вехой в укреплении государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация. Официальным праздник стал в 2002 году. Сегодня День России – это символ национального единения народа, праздник свободы, доброго согласия всех людей и гражданского мира. Подсветку в честь Дня России включат на телебашне Якутска сегодня. Праздничное освещение зажгут в 23:00 по местному времени.
Напомним, что архитектурно-художественная подсветка Якутской телебашни впервые была торжественно запущена 15 марта 2018 года к 55-летию якутского телевидения. Она разбита по высоте на 7 зон, на которых размещены 134 прожектора. В праздничном освещении предстанут также телебашни других городов страны. Проведение игр Манчары в горном районе со зрителями возможно при вакцинации от коронавируса не менее чем 70% взрослого населения Якутии. Об этом сообщил директор Республиканского центра по национальным видам спорта Гаврил Махначевский. Он выразил надежду, что якутяне проявят активность в этом вопросе и поставят прививку. Ранее пресс-штаб Якутии сообщал, что за весь период поступило более 200 тысяч доз вакцины от ковида. Использовано из них 90%. В Ленске появились зеленые пионеры. Посвящение нескольких десятков ребят в их ряды состоялось буквально на днях. Волонтеры садят деревья, облагораживают леса и территории. Светлана Балеева наблюдала за работой. Расти наша сиренька. 25 молодых саженцев высадили новоиспеченные зеленые пионеры на территории своей школы. С самого раннего утра во дворе учебного заведения кипела работа. Педагоги подготовили места для высадки, родители принесли саженцы различных деревьев. Это и березки, и рябина, яблони, сирень, даже елочки. С каждым годом ряды небольшого пришкольного лесочка редеют. Поэтому педагогу отряда зеленых пионеров пришла идея начать высаживать молодые деревья. Надо именно наш палисадник сохранять, потому что это наши легкие в том числе, да. Вот эти деревья нас охраняют или оберегают от дороги, то есть вот немножечко прикрывают нас от дороги. Ну вот решили пополнить, попробовать. Хотим, конечно, чтобы прижились наши деревья. Ребята с большим энтузиазмом отнеслись к заданию. Разбившись на группы, вооружившись лопатами и ведрами с водой, взяв по небольшому саженцу, направились каждый к месту посадки. Даже придумали девиз, который как нельзя лучше подходит к этому мероприятию. Природа – это частичка нас. Мы заботимся и ухаживаем о ней. Мы выкапывали ямки и садили деревья, а мальчики таскали воду. Михаил Паснов садил сирень, работал с азартом и увлеченно. Присыпал землей корни саженца, поливал их, волнуясь, все ли сделал правильно. Но был очень рад, что внес свой вклад в озеленение школьного палисадника. Чтобы вокруг было много воздуха, чтобы было красиво и чтобы город казался чистым и хорошим. Посадка деревьев прошла успешно. Все дети получили положительные эмоции. Теперь остается надеяться, что высаженные деревья приживутся и будут радовать всех своей красотой и силой. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.